Можно сказать, что я частый гость в Бурзянском районе. Ежегодно сплавляюсь по реке Агидель, посещаю заповедник Шульганташ, но я еще ни разу не был на самой высокой точке этого района. Гора Месим-Таш, 1040 метров над уровнем моря, место, вокруг которой сложено множество легенд. И, конечно же, это делали сесены древности, писали кубаиры, песни. Но сегодня со мной вместе на самую верхнюю точку горы Месим пойдет сесен современности, общеизвестный в России как папа черниковского рэпа, основатель уфимского рэп-движения М-Бокс Марсель Гендулин. Поехали! Этот стиль, секрет которого в связке ключей, в обороте задачи речей и прочих вещей, положив на хейтеров и псевдопалачей, делай громче, громче, громче. Марсель Гендулин – рэпер, спортсмен, общественный деятель. Его творческий путь начался в уфимском микрорайоне Черниковка, где многие пробивали свой путь не только острым словом, но и кулаками. Уже будучи старшеклассником, он удостоился звания кандидат в мастера спорта по боксу. Однако бокс и рэп не стали окончательными вершинами в его биографии. Сегодня Марсель Гендулин живет на Дальнем Востоке и трудится в духовном управлении мусульман. Каким был его путь до этой вершины, узнаем в этом выпуске. Моими вершинами были такие вещи, как спорт, бокс, достиг каких-то результатов, музыка, в каком-то плане где-то какие-то успехи, до каких-то успехов я дорос, до каких-то успехов я дошел, каких-то вершин достиг. На данном этапе я набрался достаточно опыта жизненного, я так думаю, для того, чтобы покорить самую главную свою вершину, в которой сейчас я посвятил свою жизнь. Это стремление достичь довольства Всевышнего. Ну, я думаю, все только начинается, и самая главная вершина еще впереди. Марсель, почему Уфа считается столицей рэпа? Столицей... R&B, рэп. Я бы не сказал, что она столица рэпа, потому что таких, знаешь, каких-то великих рэп-имен у нас нету. Я сказал, на самом деле столицу рэпа можно назвать целостно вообще Краснодарский край или Ростовская область, Ростов можно даже, да, потому что там такие люди были, как Каста, Баста, такие звери, скажем так, в русском рэпе. А у нас просто их как-то очень много, скажем так. Но причина, наверное, все-таки в самой земле, в самой истории Башкирии нашей. Мы же знаем то, что даже, ну и ты, естественно, знаешь, что были такие люди, да, ССН, такие как Салават Улаев, это вообще главный фристайлер, наверное, в России, один из первых фристайлеров, который, ну, насколько мне известно, он сочинял прям именно истории, свои песни, фристайлил, так сказать, стихи именно на ходу. А это как в крови, думаешь? Да, а потом уже, как сказать, эти черные там подхватили, да, и начали поливать, назвали все это фристайлом. А получается, что рэп у нас отсюда появился. А к чему ты стремился, когда занимался творчеством? Начиналось все это как просто с развлекухи. Это какие годы были? Это, наверное, когда вот первые песни, это, наверное, в школе еще. Это в школе, это 10-11 класс, может быть, это когда я вообще... Когда я первый раз увидел, как ребята наши там со двора, у одного из ребят там появился компьютер, и что они во дворе сами там за этим компьютером на программе AC/DC записали какие-то частушки. Я говорю, а что, так можно, что ли? А я до этого писал как бы песню, но только под гитару пробовал. И зашел, и, так сказать, как говорят у нас, залетел на бит. Распростертый, бескрайний, тайный белый океан, в распоряжении отданный нам. Мы там, в клубах и ароматах лайфа, жизнь с кайфом проносим к новым открытым мирам. Я в одиночестве не видел этого, глаза были закрытыми, а песни недопетыми, терял запал и забывал стиль. Жизнь, она такая у молодого человека, там, у любого в те времена пацана, у нас там не было каких-то интернета, там, каких-то вещей, чтобы дальше посмотреть. Максимум, что мы там по телевизору видели, что там какие-то другие края, да, но когда ты смотришь в телевизоре, это для тебя что-то, нечто такое далекое и, знаешь, нереальное, короче.
Думаю, что это моря, там еще что-то, путешествия и так далее, другие страны. Это все как-то, знаешь, когда ты живешь в Черниковке, когда у тебя там в подъезде наркоман со шприцом там залипает, сидит. Для тебя вот это все то, что в телевизоре происходит, оно как-то какое-то где-то далекое. Вот. И поэтому для нас, для человека там, которого растет в Черниковке, у него весь мир — это его район. Сперва начинается с дворика. Сперва ты во дворе тусуешься с мальчишками там туда-сюда, когда лет до 15, к примеру, да, потом начинается там на кварталы, с квартальскими со всеми общаешься, потом ты там старше становишься с районными, потом ты там уже вся Черниковка в курсе и так далее, потом ты уже в городе. И когда я вышел за пределы района, как-то я даже не помню, мне, наверное, было вот лет 15, наверное, я поехал уже на соревнования, уже по боксу я поехал на соревнования. Когда я увидел, вот, что кроме района что-то еще есть мир какой-то. И тогда я вот заразился этой болезнью, как вот путешествие наше, постоянный сафари. Как ты совмещал бокс и занятия рэпом, да? Ну, понятное дело, спорт и творчество, они могут идти параллельно. Но в какой момент ты начал заниматься спортом? Ну, скажем так, на тот момент, когда я начал заниматься музыкой, я все равно больше смотрел, как сказать, на свое будущее, как на спортивное. Да, были мечты там стать каким-нибудь чемпионом мира, там, да, выполнить какие-то нормативы, там. Ну, планка была, там, мечта, конечно, была стать олимпийцем. Естественно, смотрел на всех чемпионов, думал, как бы этого всего достичь. Вот, а совмещал, ну как, я же еще раз говорю, у нас музыка, это была больше как развлекуха, хобби, отдохнуть, развеяться и так далее. А спорт, бокс, он, конечно, у меня и никнейм сам такой был, творческий псевдоним, M-Box, именно связанный с этим. Потому что я я 9 лет отдал, получается, спорту. 9 лет активно занимался боксом. А на кого ты равнялся? Вот почему именно вот эти два направления? И по боксу, и по рэпу? Не, по боксу я всегда, мой не кумир, так сказать, а вот именно на тот момент, в то время для меня таким ориентиром был Костя Дзю. Потому что из русских боксеров в то время он был единственный чемпион мира по боксу. Именно такого масштаба. Абсолютно чемпион мира. Вот. И мне всегда, я даже косичку носил в свое время. Хотелось быть похожим на него. Вот. А по части музыки, ну не знаю, как сказать, чтобы на кого-то ориентировался, чтобы кому-то подражал, как есть такие у нас музыканты, которые пытаются быть похожими и копируют чей-то стиль. Такого не было, знаешь. Если даже и копировал, то с каждого может быть что-то по чуть-чуть. Где-то какую-то интонацию там. У кого-то одно, у кого-то другое, все равно. Велосипед не изобретал, не могу ничем похвастать таким. Такая особенность есть. Мне один мой друг сказал, Дина из группы Триада. Он говорит, будь аккуратен в написании песен. Когда мы с ним познакомились только. Я говорю, почему? Он говорит, ну, песни есть свойство сбываться. Вот. И были у меня такие песни, которые я именно писал с целью, чтобы они сбылись. И они сбывались, ну, действительно не сбывались. Пройдя 16 километров за день, мы дошли до дома пастуха посреди поля и решили остаться на ночлег. Разожгли костер во дворе, сварили кашу, чтобы завтра с новыми силами достичь вершины горы Масим. Как вообще тебе маршрут, который мы сегодня прошли? Ощущения в целом? Ощущения чудесные, если честно. Вообще я стараюсь раз в год хотя бы как минимум именно выходить в такие походы в лес там с отцом, с братьями. Мы бывает ездим к нам туда в родные наши края, в Королевский район.
Караидельский. Да, В принципе, это недалеко, да? Ну, недалеко, да, ну как, 250 километров у нас, плюс мы в лес еще едем. В прошлом году мы на сплав спускались с отцом и братишкой. Втроем 3 дня по реке в Уфимке. Вот, и, ну, это дело я люблю. У нас с детства мы я жил в деревне, получается, тоже там же в Караидельском районе. С детства мы были приучены к таким походам. Постоянно куда-то ходили. А вот так, чтобы 16 километров пешком, с рюкзаком? Нет, такое, если честно, по моей памяти впервые именно. Ну, проходил я за день там 15 километров туда-обратно. Туда 7,5, обратно 7,5. Это на Сахалине было, мы гуляли как-то. Ошиблись поворотом, шли на водопад, ошиблись поворотом и ушли вглубь леса. Подай, пожалуйста, кличку. Закинем. На ужин у нас сегодня крупа гречневая. Взяли специально в пакетик, чтобы она легче приготовилась. Вода уже практически вскипела. На костре. Это да, особый закинем. Вкус. Блюдо называется каша по-башкирски. С грузинским акцентом. Ну, вода уже все закипела. Время сколько? 20 минут. Счастливые часов не наблюдают. Каша у нас будет готова. Сколько слов написано на листах о том, что первый виноват или вот этот не прав. Им чужие беды по боку страх. Они желают победы, не воспитав свой нрав. И это факт. Война наблюдает за нами с экранов. Она пожирает жизнь повсюду с набитым карманом. Она не желает слышать детский смех и радость мамы. На таран идет, а мы как будто в плену нирваны. Тут в бреду, хватая методы на лету. Как из молодого солдата выпустить дух. Они носят проклятие во рту и в сердцах зависть. И ради мира не ударят палец о палец. Так что, братуха, остается одно нам: силою слова противодействовать бомбам. Мы верим, что там впереди по Бога плану оставят это братоубийство дитя Адама навсегда. Когда из мира уйдет война, Наступят новые времена, вместо зла и тревог планета будет улыбок полна. когда из мира уйдет война, Наступят новые времена, где враг врага обнимет как братана. Вчера мы прошли 16 километров, пришли практически к 10 вечера к этому домику. Посчастливилось, что оказался домик, я так понял, пастуха, потому что здесь на территории видны следы скота. Это крупнорогатый скот. Мины в том числе. Я про них и говорю. Легли где-то в полночь, проснулись, хотели проснуться на рассвете, но из-за того, что долгий путь был, устали, встали, ну, как вы видели, не так уж и рано. 16 прошли, и до горы Месым нам еще предстоит пройти 2 километра. Я думаю, этот путь мы пройдем уже налегке, потому что часть вещей оставили дома. Потому что за вчерашний день мы скинули килограмм. Да, скинули и свой вес, скинули, и там оставили часть вещей. Вот. И теперь уже выспались, сытые. Ты сытый, довольный? Абсолютно. Настроение как? Четко. Охота уже поскорее забежать на эту гору и взглянуть на вот эту всю красоту сверху. Ну все, отлично тогда, давай. Пойдем пятеру, да? Hit the birds in the sky. One girl, one guy. They won't remember you and I will stick to our own. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Марсель, расскажи, как прошло твое детство? Жизнь юного Марселя. Я знаю, у тебя 2 брата.
Да, у меня два брата старший, Ремабы, и младший Артур. Детство пошло у нас, ну, начиналось с детства. Вообще родился в Казахстане, потом жил, родился в Златоусте, потом жил в Казахстане. И вот после развала СССР моя семья переехала на родные земли, в Королевский район. Там в деревне жил я до 5 класса. Какой деревне? Верхний Суян. Ее сейчас нету, кстати, этой деревни. На карте есть, а фактически нету. Вот, и прожив там до 5 класса, по-моему, я переехал в Уфу. Закончил школу, получается, я 98-ю в Черниковке. Закончил училище. Кстати говоря, в той же школе, вот в школе, получается, я и первый раз написал стихи, первый раз записал первые песни там с ребятами знакомыми, когда увидел то, что можно дома на компьютере это все делать, очень сильно удивился. Чему были посвящены твои первые стихи? Ну, естественно, самый первый стих у меня был, я скажу, это был написан в 6 классе. Такая учительница у нас есть, Людмила Ивановна Вагина, моя классная руководительница, она была потом. Она дала задание просто всем, кто что сможет написать какой стих. Да? И вот я помню, написал я какой-то стих про немца, про поганого, короче, что-то там про войну. И прямо так хорошо у меня все это сложилось, что такую твердую 5 получил я. И с тех пор начал увлекаться вот этим именно написанием каких-то текстов там, ну. Вот. Ну а первые песни, они, естественно, были о чем у пацана молодого. Девушкам посвящены и так далее. Бокс, это вот бокс, у меня такое прозвище было на улице. Вот. В Черниковке меня все знают, до сих пор знают ребята, ну, моего возраста, кто чуть помладше, чуть постарше, все знают как бокс. Привыкли так называть. Вот. А М это М Марсель, да, Marcel.box. Так меня, в принципе, и знают. Бокс и улица, как они повлияли на тебя? Как ты использовал приемы бокса? Использовал ли вообще? Исключительно в качестве самообороны, когда на меня нападали. Да нет, ну по-разному использовал, сам понимаешь, что врать не буду. Естественно, когда начал заниматься боксом, скажем так, до того, как не занимался боксом, когда я был маленький, получается, я почти в самом конце строя стоял на физкультуре, помню, как сейчас. И, естественно, были в мою сторону нападки от людей. Тем более я деревенский парень, приехал там, от одноклассников, от соседних классов, там, от местных авторитетов школьных. Там, да? Они как-то пытались ущемить, побить. Ну, никогда я не стоял там, или не ложился, там, и не был забит просто так, всегда дрался в ответ. Но у меня никогда не получалось, потому что я был, во-первых, и меньше габаритами, и никакими навыками не обладал. Ну, а когда начал заниматься боксом, когда первые бои на соревнованиях, там уже поучаствовал, естественно, там это все дало некую форму, там я уже умел правильно бить, и поэтому, когда начал уже отвечать достойно, там, обидчикам, скажем так, ну, естественно, уже перестали донимать там, и когда донимали, то там падали, короче. Вот и так бокс повлиял. Ну, и, естественно, дисциплина. Дисциплина, потому что я, как сейчас помню, если готовился на соревнования, я вставал в 6 утра, бежал кросс, приходил домой, мылся, собирал вещи и шел в школу. Новость по району разлетелась, то что КМС по боксу. И ко мне знакомый там один подъезжает на машине, где-то так, туда-сюда. Че, братишка, там, КМС выполнил, да, поздравляю, там, молодец, красавчик. А что вообще, чем занимаешься, там, еще кроме этого, там, хочешь, может, денег заработать, есть темы. А я знал уже то, что они занимаются, ну, наркотой. А для меня это неприемлемо было, то, что вот, как-то, знаешь, и в моей компании, среди моих друзей, то, что вот это проституция, наркоторговля и так далее, это всегда было как-то, знаешь, такое мерзкое, это все, что ковыряться там в отходах. Вот, и поэтому они ко мне подъехали, давай, там будешь маме помогать, машину купишь, при бабках будешь двигаться, просто с нами там кое-какие дела будешь делать. Я говорю, нет, я говорю, то, чем вы занимаетесь, я знаю, говорю, и для меня это дико, и я считаю, что это вообще неправильно, поэтому с вами двигаться я в этом направлении точно не буду. Я говорю, ищите каких-нибудь там дурачков на стороне. И там буквально через несколько лет их там, всю эту банду там в одном из коттеджей ловят там с несколькими килограммами героина и дают там 40, раздают там по 10, по 15 лет там. Вот, и видишь, альхамдулилля, Аллах Всевышний все равно уберег меня от этого.
дело, Аллах шукур, что я не повелся на это все, иначе бы я тоже непонятно как закончил. После того, как ты стал КМСником, еще сколько продлилась твоя история боксера? Ну, еще я также продолжил активно заниматься и после школы, после окончания школы, и когда учился в училище, тоже активно постоянно занимался, ездил по соревнованиям, в молодежной сборной Башкирии был, потом перешел по взрослым, по мужикам, и там я годик побоксировал, там тоже попытался попасть в сборную, немножко у меня там со здоровьем проблемы получились. Я в итоге в состав сборной не попал, и тренер подошел и сказал, что я на тот момент я уже тренировался у Олега Валерьевича Вильготского. Я к нему подошел, я говорю: Олег Валерьевич, я бесплатно больше боксировать не хочу. Он говорит: ну, будем думать, что там дальше делать. Я говорю: потому что денег не хватает, либо я ухожу из бокса, либо я боксирую за деньги. Вот, и он предложил нам, не только мне одному, еще ребятам, которые вместе с нами были, предложил принять участие в боях в огнях Уфы. В ночном клубе бои были. Когда ты приходишь, еще в те времена можно было курить в клубе, ну, люди курили, ты выходишь в зал под музыку, в халате, там, знаешь, как убийца какой-то, идешь, понимаешь, что ты как гладиатор идешь на бой, там, сигаретами воняет, вот такой, знаешь, такая атмосфера, там люди пьяные, орут и так далее, а ты выходишь, дерешься и такая, знаешь, немножко, с одной стороны, чувствуешь себя, да, похожим каким-то на боксеров, таких как Костя Дзю, там, великих, то, что ты принимаешь участие, выходишь там тоже так же красиво, все в халате, там по пояс голый дерешься, там, а с другой стороны, сама эта вся атмосфера, то, что там такой бардак происходит, как бы, она все равно немножко напрягала. Вот, и платили там тоже не так много, как хотелось. Поэтому спустя 7 боев я, уже как раз у нас закончился сезон, я пошел и устроился на работу. Вообще, гора Масым интересна тем, что здесь была, как я ранее говорил, ставка хана Масыма. И вокруг этой местности происходили такие очень кровавые битвы между башкирскими кланами. Там убили Бабсахбея, хана Кыпчаков, похоронили тоже его здесь. Убили хана Бурзянского клана, да, причем сын Бабсахбея. И очень-очень много битв было, причем вырезали поголовно, никого не щадили. И вот эта воинственность башкир в крови, видимо, как-то она все равно передается испокон веков. И вот даже твои занятия боксом, да, это же тоже воинственность. Твои треки, причем самый мой любимый трек из твоего репертуара — это «Башкир воин». Он тоже посвящен вот этой воинственному духу, который передается из поколения в поколение. Расскажи немного вот историю этого трека. Ну, вообще мысль о написании именно посвящения песни с названием «Башкир воин», она родилась, когда я познакомился с Венером Галиевым, с нашим бойцом ММА, с нашим чемпионом. И потом, спустя какое-то время, наверное, года 3 прошло после этого, может 4. Венер Галиев, помню, я смотрел его бой, он дрался с Ахмедалиевым в Дагестане. Дрался, вышел против топового бойца, это Ахмед Алиев, и он топового бойца, грубо говоря, наш Аксакал, можно же и так называть, потому что он ветеран, да, он как отец и сын, грубо говоря, там по возрасту может. И Венер Галиев его просто уверенно побеждает в Дагестане, дагестанца, на глазах у всех. И знаешь, это именно вот это событие, именно этот бой сам, который я посмотрел, послужил вдохновением. Я увидел именно вот этот башкирский дух. Потух свет в глазах у многих бойцов. Он вшатывал и втаптывал в канвас лицом. Их зверь не спит, тихо разнесет вихрь. Того, кто думал, что башкир устал и паник. С криком победа — это жизнь во всем и везде. Как предки разрывали в клочья всех незваных гостей. Сила его в простоте, он мимо роста мастей идет уверенно наверх под звуки хруста костей. Ну, как я знаю, в ММА это не единственный трек, который звучит. Да, еще у меня есть трек «Гимн Союза ММА России». Именно с сборной. Под эту песню несколько раз подряд уже на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира наша сборная
на финалы выходит именно под этот трек. Да, это так, спорт достойных мужчин, да, это так. Тут вера, воля, дух и патриотизм. Взлетатель падать вниз, но продолжать сажаться. Достижение цели, лучшая мотивация. Взгляд чемпиона сквозь соперника к вершинам вдаль. Победа над собой ему важнее, чем медаль. Нет боли, сил, не жаль, зубы удар держать. При неудаче набрать опыта и побеждать. Каждый из нас в строю воин и уже чемпион. И нам не важно клетка, ринг или октагон. Заряженный кулак, как боевой патрон. Подгон к новый заряд, с подгоном новый прием. Все творчество, даже все мое музыкальное творчество, оно вот песни там делятся на два вида, да? К примеру, есть песни просто, они написаны, знаешь, так для аудитории, ну вот, чтобы людям было приятно просто покайфовать, послушать там, да, кому-то, они были так написаны, там про любовь те же самые, там, я знаю то, что там, как любой музыкант, там, когда ты пишешь, если ты пишешь песню там о любви, ты беспроигрышный вариант, то, что все эти девочки будут девушки слушать, да, это вот, либо парни, там, у которых разбитые сердца. Вот, и есть другой вид песен, который я вот больше любил. Это вот они осмысленные песни. Но они вообще никуда не заходили. Ни на концертах они никогда не вызывали никакого восторга. Ни в сети, в принципе, как-то они не распространялись. Но именно их я любил. Почему? Потому что я размышлял в этих песнях. Очень-очень много, очень долго сидел над ними, думал. Даже не над самой песней, а вообще над мировоззрением, над мирозданием, вот, над справедливостью, над хорошим, плохим. Вот. И даже социального характера были такие песни, как «Скажи им», там такая песня есть у меня, ну и прочее. Да. Это, кстати, «Скажи им», это фраза, скажем, из Корана. А твоя жизнь принесла радость другим? Скажи им, тут есть свободные сердца, те, кто полностью не ослеп от пыли в глазах, кто выбирается сам по низам к небесам, кто верит Богу и не уподобится псам. Никогда скажи им, что не простит их басота, кто на окраинах вдыхает химикаты заводов, пока за модой ваши дети, гоняясь, ловят усталость. Бродяга с бродягой всегда поделится тем, что осталось. Я начал искать ответы для себя именно в религии. Именно ответы на свои же вопросы. И вот эти вещи начали у меня отображаться в последних моих песнях тоже. Также. Сначала просто на утренний намаз встал. Начал читать утренний намаз и так далее, так далее. А потом пятикратный уже уразу держать. Потом познакомился с моим наставником, скажем так, учителем Ахмад Хазрат Гарифуллин, сейчас ныне муфти Дальнего Востока. А до этого где вы познакомились? Мы познакомились в Ляля-Тюльпане. Был период в жизни такой у меня, когда мы с моими друзьями, кто тоже посещал мечеть, мы вот по пятницам, каждую пятницу ездили в разные мечети, потому что не было определенного, как сказать, везде охота была каждого хазрата послушать, что он говорит, интересно было все время. Кто как рассказывает, да, все равно, у каждого своя манера. Вот, и как-то, я помню, мы приехали в Ляля-Тюльпан, и там увидели на Минбаре впервые Ахмад Хазрат, муфти, вот он тогда был имам мечети. Вот, и как-то вдохновились, что ли, его, ну, очень, очень видно, что молодой человек, молодой наш ровесник Хазрат, и очень грамотно излагает, и очень доходчиво, и такие интересные вещи говорит, что прям, ну, после первой этой джумы я уже ждал, когда будет следующая пятница, чтобы приехать еще посмотреть, ну, вот, еще послушать его лекции. И начали туда ходить постоянно. Как-то к нам в гости приехал один борец, наш член сборной России, тоже в прошлом, Ренат Гумеров, прилетел к нам в гости в Уфу. И мы с ребятами собрались, чтобы его встретить, тоже сели за столом там в кафе. И он говорит, я буду не один, приехал с другом. И мы сидим, ну, как бы, с ним друг, бородатый парень, там, все, как бы, ну, вроде бы такой же простой. И мы еще, знаешь, так, сидели, трали, вали, сапоги, сандали, такие, знаешь, ну, черниковские ребята того времени, такие, там, мат на мате бывает, ну, тоже позволяли себе лишнего. И сидим, разговариваем, и наш диалог пришел к теме мечети. И мы ему говорим, да мы вот сейчас в Ляля-Тюльпан ходим. Там такой имам появился, ну вообще бомбовые такие вещи рассказывает, знаешь,
приходишь, заслушаешься, как бы, давай тоже с нами. Он говорит, а вот такой же он сидит. И показывает на Ахмад Хазад, получается. А я же не знал, он представился как Артур. Его, получается, Ахмад Хазад, это его второе имя. А тут он по паспорту Артур. И я смотрю на него, знаешь, так, и мысленно примеряю на него чалму, чапан такой, и понимаю то, что действительно он. И мне так стыдно стало, знаешь, то, что я всю дорогу сидел там, вау, Черниковский же пацан, ну, что-то мат на мате был, давал, то сидел. И мне так стыдно перед ним стало, знаешь, потому что, когда в мечети ты сидишь внизу и смотришь на человека на минбаре, по тем временам, всегда, на тот момент, я помню, я на него смотрел, он казался таким, знаешь, от него как будто нур шел даже. Да? Я не буду, как все, с этим кляпом во рту. Пусть говорят, что не туда иду, я продолжаю свой путь, исполняю мечту. И пусть далекие пророчат беду, я не буду, как все, с этим кляпом во рту. Пусть говорят, что не туда иду, я продолжаю свой путь, исполняю мечту. И пусть далекие пророчат беду, я не буду, как все, с этим кляпом во рту. Пусть говорят, что не туда иду, я продолжаю свой путь, исполняю мечту. Постепенно, знаешь, я пришел уже к тому, что сейчас работаю в духовном управлении. У нас Ахмад Хазрата направили от муфтията, получается, на Дальний Восток, муфтием. Вот. И когда я уже переехал в Москву, как-то он пригласил меня просто в гости прилететь туда. Сперва поехал на машине, мы съездили, потом я прилетел прям самолетом туда, посмотрел в Хабаровск, посмотрел Сахалин, ближайшие города, Благовещенск, Биробиджан, и посмотрел, как живут там мусульмане. И у меня немножко такой сдвиг парадигмы произошел в голове. Они джума намаз пятничный собирались на заброшенной стройке. Под открытым небом, знаешь, под снегом. Кидали что-то коврик, полиэтилен, коврики, вот так вот. И никаких условий не было для них. И эти условия никто так и не мог создать. И когда я прилетел в гости, я вот это все увидел. Ахмад Хазрат там попросил по некоторым вещам именно в организационных моментах ему помочь по работе. И так, я раз помог, два помог. И потом я понял, как ты знаешь, в одно время пришло осознание, что, ну, то, чем я вот сейчас занимаюсь, музыка, там, еще что-то, какие-то вещи, знаешь, они все больше начали терять смысл. Когда я вижу, что, ну, там нужна помощь, там действительно я могу там помочь, я могу принести там пользу, лучше я буду туда свои силы вкладывать, свои таланты, свои знания. И ты пропал на 4-5 лет из медиапространства вообще. Тебя не слышно, не видно было. Ты же об этом не афишировал. Не афишировал, я не хотел, знаешь, чтобы люди подумали, что я как-то сошел с ума, что ли, я не знаю. Но у меня, потому что в жизни у меня-то ничего по большому счету не изменилось. Но если я бы сейчас сразу, как были у нас случаи, просто были ребята, которые сразу резко объявили, я все, короче, мусульманин, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Да я еще сам толком ничего не знаю, что можно, что нельзя, грубо говоря, мне все это уже нужно понять, чтобы начать об этом говорить. Я об этом поэтому даже, ну, знаешь, перестал вести Инстаграм, перестал куда-то, и потихонечку забылись. Да, естественно, люди, которые тебя встречают, которые меня встречают, говорят, спрашивают, вопросы, когда новый альбом, когда еще что-то, когда новые песни, почему ты пропал туда-сюда. Я говорю, ну, сейчас пока не время, занимаюсь семейными делами, там, занимаюсь другими делами. Еще понял то, что у меня есть недостаток знаний религиозных. И я поехал учиться в медресе. Отучившись в медресе, вот закончив 3 года в медресе, я также еще поступил в Российский исламский институт в Казани, в Российский исламский университет в Уфе, тоже, грубо говоря, сейчас параллельно там на заочке, там на дистанционном обучении тихонечко учимся. И параллельно еще прохожу, получаю знания от наших хазратов. Черты ее лица в отца того, кто так мил. Воспоминания бурным потоком хлынули в разум, собою заполнили весь мир. Как на экране они по 16, мы пока не просто дружат. Следующий слайд он несет ее на руках босиком через лужи. Вот уже и первый поцелуй, где они Богом хранимые объединили дни. В душах один мотив, ночь без похоти, тихое утро одно на двоих. Ты говорил о семейных делах. Расскажи, ты познакомился с женой на Дальнем Востоке? С женой у меня целая тоже отдельная история. Когда я людям рассказываю, все удивляются. Вообще, познакомился я, когда ей было, наверное, лет 10. Мне было лет 17. Вообще увидел ее впервые. Она, получается, родная сестренка нашего, моего одноклубника, ну, только который младше возрастом. Мы в одном клубе тренировались и жили в одном доме. Я ее видел. Она маленькая, хорошенькая такая, знаешь, девочка была. Такая. Зная его, я понимал, что девочка находится в ежовых рукавицах, тоже там она шаг влево, шаг вправо никуда не делает, никаких там гулянок и так далее, он ей точно не позволит.
Вот. И я так иногда шутил, я говорю, ох, такая девчонка, вот такая сестренка у тебя порядочная, знаешь, я по-любому на ней женюсь, когда вырастет. Чисто шутя. А потом все это забылось, естественно, само собой. Разъехались кто куда. Я вообще на Сахалине, она уехала в Москву, мы вообще с ней не общались. И находясь на Сахалине, я с ней что-то просто ВКонтакте увидел там и написал просто, как дела туда-сюда, и начали потихонечку общаться, потом что-то обменялись телефонами, начали разговаривать по телефону, где-то порядка месяца. Общались по телефону, я, знаешь, ну как-то начал понимать, что вот эта девушка, знаешь, спустя уже сколько лет мы с ней, лет 10 прошло, наверное, с того, да, момент, когда последний раз с ней виделись, я думаю, она вот прям, наверное, достойнейшая вообще из всех, кого я могу увидеть, чтобы на ней жениться. Интересные слова были, потому что Камчатка — это чужая история, а здесь история твоих, наших предков. Какие планы написать новую историю, свою историю? Ну, история каждого человека, она так или иначе в любом случае пишется. У нашего братишки, ты его тоже знаешь, Айвар, музыкант, есть песня такая, называется «Моя жизнь — это легенда». Ну, там именно о том, что жизнь каждого человека — это отдельная история, отдельная легенда. Я ее пишу, продолжаю писать, а будет ли она связана с Башкирией тесно, пока сейчас сказать не могу. Но в любом случае, я говорил и говорю то, что я хотел бы старость свою встретить на родной земле. Пока мы молодые, мы можем двигаться, находиться в движении, в путешествии, делать свои дела за пределами республики, как настоящие башкиры, путешествовать, грубо говоря, постоянно находиться в пути, кочевать. Ничего в этом страшного нету. В наше время, в 21 веке, мы можем работать вообще в любой точке мира. Моя задача, как сказать, мои цели на ближайшее будущее, это, естественно, провести работу на Дальнем Востоке, именно в муфтияте Дальнего Востока. Это в планах построить мечеть, создать условия для мусульман, которые там находятся. Самому, естественно, тоже воспитываться, учиться и так далее. Детей хочу много. Хотелось бы побольше оставить. Вот. Ну, в принципе, планы обычные, такие, ничего там сверхъестественного нету. Будем жить, поживать, добра наживать, как говорится. Гора Масым, 1040 метров над уровнем моря. Моя вершина. Марсель Гиндулин. Вот вроде и все. Присядем, как раньше, ждем, путь не близок, не зная, что он принесет. Добра сюрпризы или так черноземом нас занесет. Знания нету поэта по этому поводу, но лучше так, чем из комнаты в комнату, как и в том году жить в бреду и просыпаться потом в поту. Лучше так, да я знаю, мой брат. Пусть даже потеряю я дорогу назад, и пусть лучше заплутаю в неизвестных лесах, чем в однообразии и похороню себя сам прямо тут. В этих неделях сурка, где в офисе разведы, в нем же закат, где поменено знамя свободы на нал. Ну ты как хочешь, бро, а я погнал.